Майские выходные не для всех, к сожалению, завершились хорошо. На этот раз не обошлось без потерь. Так, в Дуванском районе при пожаре погиб 4-летний мальчик. Конечно, спецслужбы будут разбираться в причинах пожара, но трагедию уже не исправить. А вот как предотвратить можно, давайте поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Павел Сабитов, государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Павел Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот какова статистика на сегодняшний день, если говорить об итогах майских праздников, да, вот именно которые были в начале мая, и в целом за прошедший период? Да, у нас начался так называемый весенне-летний пожароопасный период, который, в принципе, у нас характеризуется повышенной пожарной опасностью. И на сегодняшний день у нас уже произошло 2239 пожаров, при которых, к сожалению, 85 человек погибло, и 91 получил травмы различной степени. Если по пожарам и по гибели мы наблюдаем небольшую тенденцию снижения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то по травмированным небольшой у нас рост. Ну и традиционно, наверное, хотел бы сказать о причинах пожаров. Это у нас основные причины. Это у нас нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования, это неосторожное обращение с огнем, и, так сказать, неправильная эксплуатация и печного отопления. Ну и в связи с погодными условиями уже на сегодняшний день у нас зарегистрировано 104 случая возгорания сухой травянистой растительности на площади более 67 гектар. Вот. Если говорить про те прошедшие майские праздники, то да, к сожалению, мы в огне потеряли еще одного ребенка. И необходимо отметить, что в этом году, в общем, мы уже потеряли в огне 7 детей. За аналогичный период прошлого года у нас была зафиксирована только гибель одного ребенка. Ну и вот когда было сказано, буквально вчера в Дуванском районе произошел пожар, родители, дети, в принципе, все эвакуировались, но вот один мальчик не сумел эвакуироваться вовремя и остался в огне, и нашли его на кухне. Семья вот. Многодетная, правильно Да. я понимаю? Соответственно, у них, наверное, были домовые завещатели, у нас они все-таки бесплатно раздают. У нас, если говорить об завещателях, у нас, в принципе, я уже неоднократно и говорил, что мы, в принципе, лидеры в Российской Федерации по данному направлению. Мы с 2016 года в республике реализуется программа по выдаче определенной категории граждан автономных домовых пожарных завещателей на бесплатной основе. Ну, в том числе у этой семьи тоже также было установлено 2 пожарных завещателя. Но, наверное, немножко забегая вперед, хочу сказать, что мы все-таки вот рекомендуем устанавливать эти завещатели в каждом помещении. Вот если взять на примере этого пожара, пожар возник на веранде, очаг. Ну и в принципе датчики не сработали, потому что очаг пожара был на веранде. И когда уже выяснился, что пожар происходит, дверь открыли, отец выбежал, получил ожоги. Но, к сожалению, вот в таких случаях они оказались неэффективными, потому что оборудовано было именно жилое помещение. Вот. Если говорить о причинах пожара, вот у нас в принципе на 4 пожарах произошла гибель всех детей семьи. И на 3 пожарах это групповая гибель была по 2 ребенка, и вот вчера 1 ребенок погиб. И самое интересное, что все эти семьи практически были благополучными, за исключением одной семьи, которая фактически вот была неблагополучной, но на учете не состояла. И там, где семьи были благополучные, нормально, не пьющие, на учете не состояли, и причина пожара электротехническая, то есть связана с эксплуатацией электросетей и приборов. Там, где семья неблагополучна была, там у нас причина пожара – это неосторожное обращение при курении. Вот вы говорите, что электрооборудование, я правильно понимаю, что это неправильная эксплуатация, когда перенасыщает именно вот систему в доме именно электроприборами? Да, ну, порой почему-то люди не обращают на это должного внимания, но вот как статистика показывает, что игнорирование элементарных вот этих требований пожарной безопасности, в том числе, приводит к таким трагическим последствиям. Поэтому я бы все-таки, наверное, рекомендовал
не то что даже обращать на это внимание, а доверять эту работу, как по проверке электрооборудования, как по монтажу, все-таки специалистам, которые имеют определенный опыт, ну то есть электрикам. Потому что вот такие вроде бы на первый взгляд незначительные вещи могут привести к трагическим событиям. Ну и это одна из основных причин в общем, в принципе, причин пожаров, в том числе с гибелью людей. То есть нужно обращать внимание и на электропроводку. Понятно, что сейчас у нас электроприборов очень много, но при этом и не всегда проводка выдерживает. И ее лучше обновлять и проверять. Ну да, здесь понятно, что у нас, в принципе, да, вот по статистике, основная доля пожаров вообще в общем и с гибелью людей это в жилом секторе, то есть больше 80%. Но даже если мы будем говорить о частном жилом секторе, о квартирах, ну, сами понимаете, вот у нас жилой фонд, ну, до сих пор, наверное, 50% жилого фонда, если мы в городах говорим, это все равно постройки 50-х, 70-х годов, грубо говоря. Ну и, наверное, вы, наверное, тоже вспомните, да, раньше какая нагрузка была? Это холодильник, может быть, какое-то радио, телевизор, ну и, в принципе, все. Вот на что она была рассчитана. А сегодня же это множество гаджетов, это различные телефоны, планшеты, микроволновки, стиральные машины. Естественно, если эта проводка не менялась, а в большинстве случаев она также эксплуатируется в том же состоянии, как и была, конечно же, электропроводка не выдерживает. Какие еще правила пожарной безопасности необходимо соблюдать? Потому что вот начинаются, вновь нас ждут на предстоящей неделе длинные выходные. Наверняка все отправятся, кто-то на дачу, кто-то еще куда-то. Вот что нужно делать для того, чтобы избежать трагедий, несчастных случаев? Ну, в первую очередь я, наверное, хотел бы напомнить, что у нас с 27 апреля правительством Республики Башкортостан было принято решение и введен на всей территории республики особый противопожарный режим. Причем как в общем на территории республики, так и в лесах. И, соответственно, это особый противопожарный режим в том числе подразумевает запрет на разведение открытого огня, на сжигание мусора, на сельскохозяйственные палы. Ну, естественно, если люди будут находиться на своих дачных участках, садовых участках, это, конечно же, ни в коем случае, тем более вот у нас последние дни это и ветреная погода, ни в коем случае, да, не разводить открытый огонь, не сжигать мусор. Если мы будем говорить о приготовлении шашлыков, ну, естественно, это какой отдых у нас, да, без шашлыков, люди в первую очередь едут за этим. Да, приготавливать пищу в закрытом мангале можно при соблюдении элементарных правил. Это 5 метров должно быть от здания, соответственно, от деревьев, и в радиусе 2 метров должно быть очищено от горючих отходов. Но, еще раз говорю, это когда мы говорим о садовых, дачных участках. Естественно, в поле ставить мангал и сжигать, это запрещается. А если мы говорим только для приготовления пищи, то, в принципе, в этом случае мы будем это расценивать как приготовление пищи. Это допускается. Как действовать, если все-таки огонь разгорается, да, дымит огонь и так далее? Что нужно делать? Как действовать? Ну, если это на открытой площадке, то, конечно же, ну, в первую очередь нужно оценить, насколько очаг, в какую сторону он распространяется. Но, опять же, если мы изначально подготовимся и очистим площадку для разведения тех же всех углей, то этого не произойдет. Но в любом случае мы должны иметь что на дачном участке, что на садовом участке. По крайней мере, нужно иметь бочку с водой, либо огнетушители, песок. Ну, конечно же, в первую очередь приступить к тушению самостоятельно. Если вы понимаете, что уже это невозможно сделать, конечно же, надо параллельно вызывать пожарную охрану. Если мы говорим про квартиру, про дом, ну, здесь в первую очередь также необходимо оценить обстановку и приступить к тушению, если это не представляет угрозы жизни и здоровью людей. Если вы, опять же, понимаете, то не нужно здесь, так сказать, проявлять особое геройство, необходимо вовремя эвакуироваться. Поэтому, в принципе, вот как показывает и последний пожар с гибелью ребенка, здесь просто не была проведена эвакуация правильно.
Вот вы сказали в начале нашего интервью, когда мы обсуждали пожар в Дуванском районе, о том, что ребенок не смог эвакуироваться. Но ребенку 4 года. Как он мог сам эвакуироваться? Он же не знает. Ну, здесь, конечно же, в таких случаях, ну, я вот считаю, что вообще, в принципе, оставление детей, в каком бы возрасте это не было, да, у нас по законодательству это до 18 лет, но это понятно, что там, ну, по крайней мере, оставление малолетних детей без присмотра, ну, я считаю, что это преступление как на законодательном уровне, так и, наверное, и для каждого родителя. Ну, естественно, ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, тем более малолетних. И надо, наверное, самый же лучший учитель, ну, в любом случае, это родитель, да, то есть, который с детства ребенка и элементарным правилам поведения, в том числе в быту при пожаре, тоже также надо обучать детей. Потому что детям склонно при любой опасности, при любом пожаре прятаться где-то, там, забиваться в углу, либо в шкаф, либо под кроватью. Ну и, соответственно, что и, к сожалению, вот и приводит к таким трагическим случаям. Ну, в первую очередь, конечно же, это элементарно его не оставлять. И в первую очередь, да, в случае пожара, если есть ребенок, ну, в первую очередь эвакуировать ребенка. Я еще раз повторяю, что лучше при такой ситуации, если вы уже понимаете, что не можете на начальном этапе с очагом справиться, ну, это нужно эвакуироваться. Павел Юрьевич, и вот еще раз давайте заострим внимание на цифрах наших телезрителей. В этом году у нас погибли при пожаре 7 детей. 7 детей, это да. вот за январь, февраль, март, апрель. Да, на сегодняшний день, в том числе вот с пожаром вчерашним. Аналогичный период в прошлом году, гибель всего одного ребенка. Одного ребенка. То есть в 7 раз уже статистика превышена. Да, к сожалению, это так. Наверное, эта статистика говорит сама за себя. Родителям, взрослым нужно обратить на нее внимание для того, чтобы понимать, как действовать. И вот те правила, которые мы из раза в раз говорим в нашей программе интервью, это правила, которые излагаются на бумаге, которые, вот, к сожалению, написаны пострадавшими, потерпевшими и погибшими. И их лучше бы принять к сведению. Павел Юрьевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Рассказали о том, как нужно действовать, что нужно делать, если вдруг все-таки несчастный случай произошел, и надеемся, что у вас работы все-таки будет меньше. Мы тоже надеемся. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью», и сегодня в гостях у нас был Павел Сабитов, это государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Спасибо, что были с нами.